Действительно, эта тема одна из самых дискуссионных, она постоянно поднимается в прессе. И здесь, как и, кстати, о существовании городов у кочевников, тоже вечно дискуссионная проблема, весь критерий этой темы связан с определением государства. Потому что на сегодняшний момент существует, по крайней мере, 5 дефиниций государства, да, и, к сожалению, большая часть опирается на ту формулировку, которую представил Маркс. Да? И в этом плане все общества, в которых мы не видим аппарата насилия отчужденного от народа, да, так или иначе из типов государства исключаются. Я считаю, что это достаточно устаревшая и крайне узкая форма определения государственности. И я склоняюсь к той концепции, которую сформулировал Карл Шмидт еще в 30-е и 40-е годы 20 века, крупнейший историк права, который говорил, что государство – это не всегда вертикаль власти с сакральным лидером, который обладает монополией на насилие. То есть вот такая форма, она, повторяю, является очень сомнительной, я бы сказал, вполне неоправданной. Почему? Потому что масса примеров, когда те или иные цивилизации достигли высокого социально-экономического развития, не создавая сакральную вертикаль власти во главе с правителем, который отчуждает власть от народа. Но самый известный пример – это греческие полисы до Александра Македонского, которые создали одну из самых развитых цивилизаций, но при этом они не создали государственности в классическом понимании. То есть греческие полисы государствами назвать с точки зрения марксистского определения нельзя. И таким образом, кстати, европейская цивилизация современная, да, вот то, что мы называем Европой сейчас, та Европа, которая строит единое общество, ведь они считают своими предшественниками, родоначальниками именно античную греческую цивилизацию. Отнюдь не империю Македонского, да, или римскую цивилизацию. То есть для них демократия полисов является более близким дискурсом, нежели вот такие жесткие имперские структуры. Таким образом, можно ли говорить, что современная Европа ориентируется на какую-то архаику до государственных социумов? Это большое заблуждение. И Карл Шмидт говорит, политика начинается раньше создания вертикали власти. Если общество создает достаточно сплоченную структуру, которая является субъектом права, то есть само выбирает, кто является ему врагом, а кто является другом, заключается соглашение, договора, таким образом это уже полития, это общество структурированное, и оно вполне может считаться государством, но не в марксистском плане. То есть башкиры, я считаю, уже в Средневековье такую форму общества имели, которое могло выступать как субъект международных договоров, которое принимало решения обязательно для всего башкирского общества, и которое, в общем-то, было известно и на международном уровне в качестве субъекта. Вот я очень подробно изучаю сейчас башкиро-калмыцкие отношения 17 века. Я обратил внимание, что калмыцкие правители башкир рассматривали как отдельное общество от русского государства. То есть в своих международных соглашениях они говорили, с башкирами у нас на данный момент мир, а вот с казанскими мы ведем войну. Ну, Тайшай Дайчин так, например, объяснял ситуацию в 40-е годы 17 века. То есть башкиры вполне рассматривали себя как субъект международных отношений. Они отправляли своих послов в Османскую империю, в Стамбул, и вполне вели себя как договороспособная сторона. Но при этом у них не было центрального правителя, у них не было аппарата бюрократического власти там, и так далее. Чем считать тогда это общество, которое ведет себя вполне дисциплинированно, ставит перед собой цели и выступает как субъект международного права? То есть ответа на этот вопрос мы не увидим. Но согласно марксистской классификации, все, что до государства, это этнография, да? Это родовая структура, первобытно-общинный строй. Понимаете, да, какая жесткая здесь дилемма возникает, и она явно не укладывается вот на примере башкирского общества, которое, повторяю, не создало вертикаль, но это не значит, что она осталась в первобытно-общинном, так сказать, строе.
Ну, например, если мы почитаем работы 50-60-х годов исследователей Устюгова, Демидова, то они так и пишут, что это, в общем-то, общество с сильными родовыми пережитками, которое не смогла создать отдельную от народа власть, аппарат управления и так далее. Да? То есть, если не государство, то, соответственно, это примитивное общество. Но я повторяю, греков примитивными обществами никто не называл. Вот. Это просто другая форма, альтернативная форма вертикальной структуры власти. И она, повторяю, не является уникальной. Аналогичные примеры мы видим на Аравийском полуострове 6-7 веков, когда там возникает, собственно, ислам. Это акефальная полития, то есть общины, которые имели, кстати, свои сакральные общие центры, которые согласовали свои действия на международной арене. Но при этом не было вертикали. Вот Каратаев, один из исследователей арабского общества, пишет, что когда-то у них была вертикаль. У них были князья, цари, но арабское общество, видимо, в условиях какой-то экологической катастрофы решило, что они только обременяют, и разрушило эти вертикальные структуры, вернувшись к общинной системе. Поэтому рассматривать, повторяю, вертикальную структуру власти как единственную такой формат государственности, я считаю, это такой достаточно упрощенной и уже неактуальной концепции. Вот когда я говорю о акефальности башкирского общества, да, то есть вот, необходимо отметить, что каждое общество, оно не является какой-то застывшей структурой. Вот лучше всего об этом сказал исследователь кочевых социумов Марков, который изучал, в частности, монголов. Марков отмечает, что для кочевников-полукочевников характерно как бы два агрегатных состояния. Одна из форм – это горизонтальная, то есть форма, где нет верховного лидера, где каждая община, в общем-то, позиционирует себя как абсолютно равной другой общине, и структура, агрегатное состояние, которое возникает в ходе военных действий и переселений. Тогда у кочевников выстраивается вполне себе государственный вертикаль во главе с сакральным лидером, но вот второе состояние, оно является ситуационным, то есть оно не является парадигмальным для кочевников. То есть такая вертикаль, повторяю, это скорее необходимость. И у башкир в разные критические периоды вертикальные структуры, такие государственно-подобные, они возникали. То есть в основном это в ходе крупнейших восстаний, войн с калмыками и так далее. То есть была попытка создать какой-то, посадить себе хана, как правило, из дома шибанидов, или на крайний случай тука-тимуридов, казахских, да, с тем, чтобы создать такую вот монолитную структуру, которая позволяла бы себя проявить именно как эффективное средство в борьбе с врагами. Но здесь есть один такой нюанс. Почему такие попытки были крайне эпизодическими и кратковременными? Это специфика ландшафта. Допустим, если мы берем казахские или монгольские алтайские степи, то война в условиях степи носит характер перемещения больших воинских масс. Ну, как воевал, например, Чингисхан, да, то есть это тактика, которая связана с одновременным включением в сражение огромных масс конницы, которые спокойно маневрируют в степи, и чем больше у вас туменов, тем лучше. Война в условиях горного ландшафта – это совершенно другое. То есть эффективными являются не большие массы конницы, как в степи, а небольшие группы отрядов, которые хорошо знают горный ландшафт. Вот я специально задался целью, просмотрел несколько источников, связанных с действиями восставших в 17-18 веках. Самый большой отряд – 3000 человек. Но чаще всего такие военные группы башкир объединяют не более 500 человек. Вы понимаете, да, если это не тысячи, не десятки тысяч, зачем создавать иерархию офицеров во главе с ханом? То есть она, в принципе, не нужна. Но посмотрите на военные действия, которые велись на Кавказе или в Афганистане. Там тоже полевые командиры не объединяли десятки тысяч человек. То есть это, в общем-то, группы 200, 300, 500 человек, которые вполне могут эффективно противостоять даже мощным имперским структурам.
Вот я считаю, что у башкир аналогичная ситуация. Не надо создавать сакральную вертикаль, если вы оперируете небольшими воинскими отрядами. Они скорее могут действовать совместно, не ставя над собой какого-то верховного главнокомандующего. Поэтому я повторяю, вот такие попытки, так сказать, создать государственно-подобную структуру, они были скорее эпизодами, чем какими-то такими настоятельными стремлениями.